электрический сепаратор, тоже старинный. А еще подвесная керосиновая лампа, которую до сих пор можно найти у наших бабушек и дедушек, старый радиоприемник, швейная машинка, ножницы для стрижки овец, серпы. А вот при глажке одежды этим старинным утюгом важна предельная аккуратность. Риск сжечь одежду у тогдашних хозяек был велик. Здесь вот клали они это уголь, горящий уголь. Таким образом она согревалась. Вот это гладящий утюг. Предметы быта, которыми недавно пополнился музей краеведения Мужичи, принесли сами жители села. Сюда же входят и кувшины 19 века, деревянная кухонная утварь, прялка. А вот эта небольшая экспозиция, изображающая быт наших предков, появилась в музее еще в 1964 году. Музей функционирует в Мужичи еще с 40-х годов. Тогда и сейчас он состоит из 3 отделов. Первый отдел рассказывал историю ингушского народа со времен Бронзового века и кончалось показом интерьера сахли, рассказывающей быт ингушей. Второй отдел у нас относился к советскому периоду, где отражалась борьба горского народа за советскую власть. И там же у нас находились выставка ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Ну а третий отдел рассказывает о жизни советского революционера Серго Орджоникидзе. В 1919 году он жил и работал здесь, в Мужичи. В честь него музей назвали. Выставка, посвященная ему, находится в другом отделе. Есть здесь вещи из быта Орджоникидзе: домашний телефон, тарелки, барометр. А в 1964 году группа художников во главе с Владимиром Пасараром создали серию макетов домов для оформления выставки, посвященной Серго Орджоникидзе. Это макет камеры в Шисибузской крепости, в которой Орджоникидзе находился 3 года. А вот это вот дом, где он был в ссылке в 1908 году. А вот это вот сам родительский дом Орджоникидзе. Ну и, конечно же, дом его преданного друга Исламова. Макет с нефтяными промыслами в Малгобеке, созданными по приказу Орджоникидзе в 1931 году, также соседствует с другими. Когда в Малгобеке нашли нефть, революционер находился в отпуске, рассказывает Хадиша Далакова. Когда он узнал, что найдена нефть, он сорвал свой отпуск, приехал сразу на это место, создал самые лучшие бригады для работы в нефтяном промысле. Открытый еще в 40-х, музей несколько раз менял свое место жительства. Из дома, где жил Орджоникидзе, переехал в Дом культуры Мужичи еще в 1933-м. Но в обоих случаях здания были непригодны из-за ветхости. А уже 4 года музей расположен в новой школе, открытой в селе. Сейчас он продолжает пополняться предметами старины. Но основной фонд из порядка 600 экспонатов находится в Назрановском музее краеведения. Это здание – один из нескольких филиалов, открытых в регионе. Труха нитха, директор в школе, директор Тамариза, возможности. Но условия до глазу шхалара, веришь, что дикмдиер, истории миер, что у тебя До карантина здесь часто проводили экскурсии для учащихся, но расположить весь фонд просто не хватает места. Сейчас работники ждут строительства нового здания рядом с школой в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Возведение запланировано в следующем году. Дана Плиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.